Тема урока – легенда о золотом человеке. Раздел «Традиции и фольклор». Сегодня на уроке мы узнаем легенду о золотом человеке. Мы опишем одежду и убранство золотого человека. Солнце радостно проснулось, осторожно потянулось, лучиком пора вставать и урок наш начинать. Это флаг, герб и гимн, государственные символы Республики Казахстан. Золотой человек тоже является символом Республики Казахстан, монумент независимости. Сегодня на уроке мы с вами совершим небольшое путешествие в прошлое нашей страны. Что такое легенда? Легенда – одна из разновидностей устного народного творчества. Но в отличие от сказки, там нет никакого волшебства. Легенда, как правило, описывает события, которые были на самом деле. Легенды занимают особое место в фольклоре казахов. Они воспевают героизм и мужество казахского народа. Главными персонажами легенд являются батыры. Именно они сохранили нашу прекрасную родину. Было это давно, а память народа хранит тысячи имен тех, кто родину защищал. По вертикали у нас получилось слово «батыр». Во что одевались батыры? Как они выглядели? Давайте мы с вами разгадаем загадки о доспехах батыров. Рубашку такую не вяжут, не шьют, ее из колечек железных плетут. Что же это такое? Верно, это кольчуга. Железная шапка с острым концом, а спереди клюв навис над лицом. Правильно, это шлем. Оружие это не просто поднять и в руке удержать. Снести им легко было б голову с плеч. Ну что, догадались? Конечно же, меч. Верно. Чтоб грудь защитить от ударов врага, уж вы это знаете наверняка. На левой руке у героя висит тяжелый, блестящий и кругленький щит. Все правильно. Высоко в небо взметнулся золотой джигит в островерхом шлеме. Пришелец из сакских времен. Далеко смотрит, свидетель неисчислимых потрясений и горести народных. Этот стройный золотой витязь, неукротимый и дерзкий, мирный и бесстрашный, витал над великой степью, волнуя сердца и будоража душу ее разнородных и разноязыких племен. Он – олицетворение независимой юной страны. Он – воин и борец за свободу. Из туманной глубины веков пришел он к нам, очевидец кровавых событий, и взирает с высоту своего пьедестала на обновленную степь, узнавая и не узнавая ее. За его торжественным и величественным молчанием тьма веков, история столетий великой степи, история становления государства казахского. Многое видела великая степь, взлеты и падения, крутые повороты истории, неисчислимые страдания и бедствия. Но через все века и испытания пронес гордый и свободолюбивый народ несокрушимое стремление к независимости. В разные времена с разных сторон нападали на казахскую землю полчища врагов. Жгли, грабили, убивали, хотели покорить живущий здесь свободный народ. Смело выходили на бой наши предки. Не пугали их ни туча стрел, ни сабли кривые, ни копья длинные. В те запамятные времена такие благородные понятия, как отчизна, родной очаг, были наполнены большим смыслом. В любую эпоху они побуждали честь и совесть настоящих джигитов. Поднимались на защиту родного очага, своего будущего и стар, и мал, и бились с врагами
или до конца вздоха, или до часа победного. Я расскажу одну историю, а вы внимательно послушайте. И вот легенда гласит. В давние времена на обширных землях между хребтами Алатау и Каратау жило когда-то многочисленное племя. Один из родов этого племени выбрал для постоянного проживания устье реки Или, рассекающей своим мощным течением. Сыновья и дочери этого племени были схожи лицом, говорили на одном языке. Был тот народ могущественным и богатым. В семье Батыра Хаскалдака было 9 сыновей. И вот однажды родился 10-й мальчик. У него была длинная прядь золотых волос, поэтому его назвали Алтын-Айдаром. Несмотря на то, что его баловали, Алтын-Айдар не был капризным. С малых лет он пристрастился к скачкам на лошадях и в бойне всегда приходил первым. Однажды до племени дошла черная весть. С востока надвигается грозный враг. Собрался народ и принял решение выйти навстречу врагу. Главнокомандующим стал Батыр Хаскалдак. Всадники были одеты в железные кольчуги, вооружены острыми стальными мечами и саблями. Но лучше всех выправка была у Алтын-Айдара. Юный Батыр был одет в золотые доспехи, на голове шлем. Грудь и спину прикрывала золотая кольчуга, талию стягивал золотой пояс. На ногах были высокие остроносые сапоги, украшенные золотыми бляшками. Когда он летел на врага со своим войском, золотая одежда его искрилась. Одно его появление вселяло во врага страх. Не удалось врагам победить войско Хаскалдака. После 3 дней сражения обе стороны объявили перемирие. Но враги хотели уничтожить Алтын-Айдара с помощью хитрости. Ни вражеская стрела, ни чужая сабля не могли сразить Алтын-Айдара. Не раз он выходил победителем из поединков с вражескими воинами, обретал известность как Батыр. Умел он туго натягивать лук и послать смертоносную стрелу, поразить врага ударом пики, метнуть вдогонку острое копье. Одно имя «Золотой человек» наводило ужас на врага. В 18 лет он тяжело заболел и умер. Весь народ оплакивал его. Его так и похоронили в золотом одеянии. Рядом в могилу положили серебряную чашу с надписью «Ты рано ушел от нас в будущее». В 1969 году недалеко от Алматы в Исыкском кургане археологи обнаружили молодого человека. Примерный возраст захороненного там древнего человека – 18 лет. В могиле обнаружили более 4000 украшений из золота, некогда нашитых на одежду, обувь и головной убор, а также золотые перстни, статуэтки, бронзовое и золотое оружие, различные сосуды. Серебряная чаша с надписью свидетельствует о том, что у наших предков письменность появилась в глубокой древности. Данную экспедицию возглавлял Кемаль Акишевич Акишев. Кто такие археологи? Археологи – люди, которые организуют раскопки. Они собирают воедино следы, чтобы создать картину того, что, возможно, было очень и очень давно. Выполни задание. Задание первое. Соотнеси стрелками доспехи золотого человека. Проверь свой ответ. Меч, кольчуга, шлем, пояс, сапоги, плащ. Задание второе. Выбери верный ответ. Золотой человек был
А. Мастером, Б. Пастухом, С. Археологом, Д. Воином. Правильно, золотой человек был воином. В легенде о золотом человеке говорится о том, что его звали А. Алтын Батыр, Б. Алтын Айдар, С. Алтын Долыға и Д. Алтын Семсер. Да, золотого человека звали Алтын Айдар. Первый золотой человек был найден возле города А. Ақтөбе, Б. Алматы, С. Атырау, Д. Ақтау. Верно. Первый золотой человек был найден возле города Алматы. Подведем итоги. Сегодня мы узнали, что история сохранила легенду о золотом человеке. Он был батыром, который совершил много подвигов. В 1969 году археологи обнаружили захоронение воина. Его звали Золотой человек. Золотой человек стал символом независимости Республики Казахстан. Крылатые тулпары с головного убора сакского воина были изображены на государственном гербе. Золотой человек является центральной фигурой монумента независимости на площади республики в городе Алматы. Спасибо за внимание.